Станислав, здравствуйте. Театр прошел долгий путь перемен и преобразований. А на каком этапе он обрел концептуальный и творческий облик, известный нам сегодня? Все-таки это большое дело, когда у театра есть собственный фестиваль. Фестиваль национальной белорусской драматургии, который раз в 2 года проходит в нашем городе, в Бобруйске, наверное, и создает концепцию самого театра, что мы видим сегодня. Какая концепция? Это национальная белорусская драматургия. Это бесспорно продвижение нашей национальной белорусской драматургии и в мировом сообществе театральном, и также у нас здесь. У нас на нашей площадке впервые были поставлены многие пьесы очень известных уже сейчас авторов. Дело в том, что в 2015 году Татьяна Троянович в сотрудничестве с Белорусским центром драматургии, который в РТБД находится, и Центр экспериментальной режиссуры, которым руководит Татьяна Троянович, привезли сюда на фестиваль лабораторий. Лаборатория, суть ее заключалась в том, что совершенно новые авторы, наши белорусские, которые еще не ставились, либо которые уже ставились, но написаны новые пьесы, еще нигде неизвестные, представлялись в форме читок. И наш театр с каждой такой лаборатории в репертуар брал несколько пьес. Концепция нашего театра заключена в том, что наша национальная белорусская драматургия имеет возможность познакомиться и не только с нашим зрителем, но и еще и с зарубежными, естественно. Что представляют собой сегодня международные творческие связи театра? Опять же, благодаря нашему фестивалю наши международные связи только увеличиваются и укрупняются. На последнем фестивале уже были представители Грузии, Украины, России. Мы планировали в этом году сотрудничать с Казахстаном и Грузией. Помимо этого были у нас контакты и дружеские отношения с Молдовой, Литвой, с Калужским театром юного зрителя. Наш Бобруйский театр поддерживает уже дружеские отношения в течение 12 лет. Также Брянский драматический театр. Нужно отметить, что столичные театры более постоянны в выборе режиссеров, в постановкам. Однако в Бобруйском театре каждый спектакль ставит свой режиссер. Мне кажется, что это верное направление, выбранное, допустим, мной. И я не хочу, чтобы было засилье какой-то одной режиссуры. Для развития труппы надо приглашать разных режиссеров. За эти полгода, что я руковожу театром, поступило 5 предложений от различных режиссеров. Я с ними буду сотрудничать. Те режиссеры, которые есть у нас в театре по образованию, к сожалению, сейчас работающие просто актерами, я им тоже даю возможность поставить и реализовать себя как в потенциале режиссера тоже. Бобруйский театр, в отличие от других, очень активно работает именно с новой белорусской драмой. После каждого фестиваля, после каждой лаборатории в репертуар театра забираем 2-3 пьесы. Это «Иссертаки» Ольги Прусак, витебского драматурга нашего, который был представлен на последнем у нас фестивале и победил в номинации «Лучшая сценография». Это и «Точки на временной оси» Дмитрия Богославского, который мы поставили в 2017 году. Татьяна Троянович была постановщиком. Он на фестивале взял 5 главных призов, включая лучший спектакль, лучшую режиссуру и лучшую сценографию. Также «Точки на временной оси» у нас завоевал национальную премию как лучший спектакль по пьесам белорусского автора. В 2018 году в Минске состоялась наша театральная высшая награда. 2020 год в премьерном отношении. Какой он стал для театра? 2020 год принес сразу же 4 премьеры за 2,5 месяца. 1 февраля состоялась премьера поэтического вечера «Бродский», «8 любящих женщин», «Дежавю» и «Зайчиха» Николая Калиды. Мы приготовили еще номер 13, но надо одеть обуть. 19 числа июня месяца мы наконец-то открылись опять. В Малом зале состоялась премьера поэтического вечера Ахматова. В процессе у нас сейчас запускается детская сказка, запускается память вечера Владимира Семеновича Высоцкого, 25 июля состоится, и запускается премьера, которая должна у нас произойти в октябре. Наш заслуженный артист Александр Александрович Парфенович, ему 70 лет, юбилейный такой будет у нас подарок ему.
он будет играть главную роль. Это «На Золотом озере» Эрнеста Томпсона. Валентина Правдина, постановщик, художник, и Татьяна Троинович, режиссер. Станислав, спасибо вам за разговор. И, конечно же, до встречи в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Винсента Донина Мартинкевича.